Всем добрый день! Меня зовут Раиса Зубарева. Я представляю движение «За независимое Саха», и вы на канале нашего движения. Сегодня очередной выпуск новостей, и начну я, пожалуй, с большого праздника, который прошел на территории города Якутск. Это федеральный Сабантуй. Давайте посмотрим. Татары в таком далеком северном крае. Культура татарского народа. Нашим многонациональным Алепинским районом. Почти 4 века мы живем рука об руку. Мы показываем все традиции татарского народа. Ваша Якутия прекрасна. Привет Нижнекамску из Якутии! Якутскому народу удачи, процветания. Ну, мы опять показали себя во всей красе, показали министра, чиновника якутского, который плюется на газон. Отвратительное зрелище. Это никак нас не красит, ни нашу республику, ни наш чиновничий аппарат. И так до того раздутый сильно, да, что уже как-то даже стыдно об этом говорить. Ну, еще и, конечно, люди такого низкого пошиба, низкого качества. Еще одно, что, значит, очень бросилось в глаза. Мы показали себя какими-то дикарями, скорее всего. Если мировое сообщество увидит такую новость, то нас просто не поймут. Победителю спортивных состязаний, наш министр спорта и вообще наша сторона якутская подарила оленя. То, как она это сделала, тоже выглядело, ну вот, как я сказала, уже очень некрасиво. Вот, давайте посмотрим. Министр спорта Леонид Спиридонов вручил северного оленя абсолютному победителю по борьбе кураше Радику Салахову. Якутяне возмутились такому отношению к животному. Олень является священным животным для народа Саха. Он играет важную роль в нашей культуре, мифологии и повседневной жизни. В якутской мифологии олень часто выступает как проводник между мирами, помощник шаманов и символ удачи, богатства и духовности. Сама по себе традиция празднования Сабантуя, она, конечно же, похожа на нашу традицию празднования летнего праздника Исых. И это очень, на самом деле, классно, очень приятно. И очень приятно, что в этом году Сабантуй прошел у нас в городе Якутск. Он собрал, кстати, татар с разных городов, с разных поселков нашей республики в городе Якутске. Очень красивый праздник, очень красивые уборы, очень национальная, да, одежда, очень красивая национальная утварь, очень красивые танцы. Все было замечательно. На праздник приехал, как мы знаем, Рустам Минниханов. Почему Рустам Минниханов приехал? Не только потому, что, скорее всего, не только потому, что он глава, да, Татарстана, Раис, а еще и потому, что Республику Саха и Татарстан связывают не только дружественные отношения. Республику Саха и Татарстан связывают еще и денежные отношения. Не так давно на канале Лиги свободных наций мы выпускали фильм о том, как Республика Саха, вернее компании, которые добывают в Республике Саха золото и сурьму, спонсируют русскую православную церковь на территории Татарстана. Давайте посмотрим небольшой отрывок из этого фильма. Я в описании к этому видео поставлю ссылку на этот фильм. Давайте посмотрим отрывок. Нам в руки попал очень любопытный договор между Геопромайнинг и Казанской епархией РПЦ. Оказывается, якобы убыточное золото добывающая компания безвозмездно дарит Русской Православной Церкви 500 000 000 рублей на реставрацию Казанского Богородицкого мужского монастыря. Кстати, реконструкция одного из главных православных храмов идет уже 9 лет.
Но еще один неприятный штрих к общей картине этого праздника – это многокилометровая очередь за татарским национальным блюдом, которое называется шурпа. Почему-то наши люди очень любят стоять в очередях за халявной едой, за бесплатной едой. То мы стоим в очередях за блинами, то мы стоим в очередях за, я не знаю, там, за солдатской кашей, то мы еще в каких-то очередях стоим. Это, в общем, на самом деле очень некрасиво. Это показывает, когда ты смотришь на это стороны, такое ощущение, что люди настолько голодные, что они готовы 2 часа стоять в очереди, лишь бы взять бесплатно миску каши или миску супа. Это на самом деле не очень красит нас. Давайте скажем честно. Неприятно смотреть на такие вещи. Следующая новость, которая взбудоражила всех на этой неделе, это выступление депутата Will to Men Александра Иванова. Мы делали небольшой сюжет об этом, я лично делала небольшой сюжет об этом. Посмотрите, пожалуйста, у нас на канале одно из последних видео о том, как Александр Иванов выступил на парламентской сессии и что он сказал в адрес Айсена Николаева, какие угрозы прозвучали из уст Александра Иванова и что было дальше. Давайте немножко посмотрим. Александр Иванов, депутат от партии «Новые люди», выступил в парламенте республики практически с революционной речью. Он назвал Москву эксплуататором, а республику Саха колонией, обвинил Кремль в геноциде народа Саха и призвал главу республики к отставке. В этот же день правоохранительные органы пришли с обыском к другому депутату Владимиру Паскачину. Его продержали в полицейском участке до вечера, так что он не смог попасть на сессию. Николаев, в свою очередь, назвал речь депутата бредом и кликушеством, который он не хочет комментировать. Мы на самом деле, конечно, идем вперед. То, что некоторые здесь кликушествуют, так это на их совести. Мне даже смешно и это комментировать, так это бред какой-то, который с высокой парламентской трибуны несут. За Николаева вступился военный преступник с позывным «Тута». Афанасий Максимов назвал главу республики трусом. Я увидел видео народного депутата Иванова Александра, да, но по его выступлению я ничего не хочу комментировать, да, выступление это на то и народный депутат, у него мандат, он имеет право высказывать свое мнение, и никто не имеет права его осуждать за это, да, если, конечно, он за рамки законов не вышел. Но насчет того, что наше руководство республики начало, да это не первый раз, что сразу подключают участников СВО, пусть это площадь Ленина переименование, или сейчас по выступлению народного депутата, это я считаю, что это непозволительно, да, для руководства республики, лично для Айсена Николаева, да, это показатель его слабости, можно сказать даже трусости, да. Зачем прикрываться за участниками СВО? Ведь те проблемы, которые у нас сегодня республика имеет, они, знаете, они с СВО никак не связаны. Почему в республике такие, с частной группой заключаются такие грабительские, да, конституционные соглашения в обход Конституции, в обход Илтумена? Ладно, если это бы общественность решала, представители народа бы дали добро, нам надо артистский центр, нам нужен кинопавильон, нам нужен мост по такой модели, да, что мы долго-долго будем в долгах. Так смотрите, кто же виноват в том, что ЖКХ у нас сегодня в таком состоянии находится? А ведь зима уже скоро наступит. Представляет ли Айсен Сергеевич, чем это все грозит? Где председатель правительства Бычков? Чем он занимается? Вообще мне это непонятно, да. И такие делать, заставлять, конечно, да, делать такие призывы, прятаться за спинами наших героев, да, это, знаете, это некрасиво, это не по-мужски. А Паскачин рассказал публике, что Иванов во время начала полномасштабной войны первым начал собирать гуманитарную помощь для военных из Якутии. Айсен Николаев на все выдвинутые, предъявленные ему обвинения ничего не сказал, кроме того, что это бред. Я полагаю, что человек, который не согласен с выдвинутыми ему обвинениями, человек, который боится за свою репутацию, борется за чистоту своей репутации, он, конечно же, любое обвинение подобное, а обвинения звучали очень серьезные, он бы оспаривал в суде.
Айсен Николаев этого не сделал. Единственное, на что ему хватило ума, этому человеку, да, сказать, что это бред. И всякие, как он там сказал, инсинуации. В этом случае политика игнорирования не работает. Зато слова Айсена Николаева о том, что это вот бред, не проигнорировала вот эта оппозиционная тройка Максимов, Паскачин и Иванов. Каждый из них опубликовал свое заявление. Максимов сказал, что позиция Айсена Николаева по отношению, то есть по отношению к словам Иванова, вообще все, что он сделал, да, это позиция трусливого человека. Но на самом деле, да, Максимов в этом случае прав, потому что после заявления Иванова Айсен Николаев пустил в ход тяжелую артиллерию. В частности, записал свое обращение, недовольство словами Иванова. Не помню, как он по фамилии, но позывной у него Тута. Этот вот убийца, который приехал из Украины после своего совершенно чудовищного поступка в Украине с убийством украинского военнослужащего, с подлым убийством, да, человек, которому Российская Федерация дала за это подлое убийство звезду героя. Он выступил, и, конечно же, в защиту Николаева и сказал: мы не дадим в обиду нашего Илдархана. В общем, еще раз повторю, каков поп, таков приход. Какой, значит, руководитель, такие у него и подчиненные. Такие люди его и защищают. Вот если бы Айсена Николаева защитили люди уровня Вячеслава Штырова, к примеру, да, или уровня, я, конечно, ничего не хочу сейчас говорить в отношении Николая Штырова, да, потому что, не время, но уровень высокий. Я говорю сейчас об уровне поддержки, да. Если бы Николаева, еще раз, поддержали такие люди такого высокого уровня, как Вячеслав Штыров, было бы понятно. Но когда Илдархана поддерживает вот это ничто с позывным Тута, то, конечно же, сразу понятен уровень поддержки. Понятно, кто согласится его поддерживать. Вот это вот самое, значит, самое низкое, значит, как сказать-то, сословие, да, самые такие отвратительные люди, низкого пошиба. Паскачин тоже в письменной форме написал свое отношение к происходящим событиям, к позиции Айсена Николаева, к словам Александра Иванова. Но в этом случае Паскачин что сделал, да? Он сказал, что вот, указал на то, что Александр Иванов самый первый, да, из руководителей республиканских стал помогать нашим мальчикам на СВО. Вот. Честно говоря, я бы на месте Паскачина вообще бы молчала, потому что такие заявления не красят Александра Иванова. Такие заявления Александру Иванову делают только хуже. Поэтому стоило бы промолчать о том, что Иванов поддерживал вот эту войну, которую Российская Федерация, это эксплуататор, Иванов сам сказал, что Российская Федерация – это эксплуататоры на нашей земле, люди, которые совершают геноцид, и Айсен их пособник. Это было в заявлении Александра Иванова. И как бы все это перечеркивать, говоря о том, что Иванов первым пошел помогать нашим мальчикам на СВО, конечно же, это заявление просто все перечеркивает. В этом случае нужно было молчать. Потому что интернет все помнит, люди все запомнят, люди все знают. Если они забыли, то вы им сами напоминаете о том, что происходит. Вот, конечно же, позиция не очень правильная. И тут, да, Иванов тоже сам свое обращение записал, свое личное, да, он сказал о том, что он всячески поддерживает, опять же, да, тему СВО,
Он всячески там, он с Тутой там чуть ли не из одного, уроженцы чуть ли не одного Улуса, чуть ли не одного Наслега, и, в общем, он всячески наших парней-героев он поддерживает. Ну, то же самое, да, человек сам себе роет яму. С одной стороны, понятна его позиция, потому что все люди, которые сейчас живут на территории Российской Федерации, они все являются, ну, такие здравомыслящие люди, как Максимов, как Паскачин, как Александр Иванов, они все являются заложниками и ситуации, заложниками и российских властей. Ну и в какой-то степени, наверное, заложниками и собственных иллюзий, и работы российской пропаганды. Вот. Конечно, с одной стороны, понять можно, с другой стороны, я думаю, что как люди думающие, желательно было бы такие видео не записывать. Ну, с другой стороны, дело сделано, ничего уже обратно не вернешь. Слово сказанное однажды, оно уже, значит, запоминается, записывается навсегда. Вот. Интересно будет посмотреть все равно на развитие событий, как они будут развиваться, что там будет дальше, кто еще из сторонников Айсена Николаева его поддержит. Будет очень интересно послушать все их претензии к оппозиции, к якутской. Еще якутские паблики тут же, значит, разворошили историю, разворошили прошлое, да, и сказали, что вся эта ситуация Иванов-Паскачин очень напоминает ситуацию, когда выступала вместе в связке с Паскачиным и Максимовым тоже Султаном Иран, наша тоже бывшая депутатка Илтумен. Вот. Кому-то это очень напомнило ту же самую ситуацию. Мне вот эта вот ситуация нынешняя совсем не напоминает ситуацию с Султаном Иран, в бытность Султаном Иран депутатом. Вот. Не знаю, откуда вы увидели такие параллели. Единственное, в чем эта ситуация похожа, только в том, что у нас на месте президента нашей республики сидит вот такой гауляйтер. Что первый, что второй. Вот президент, что нынешний, что предыдущий президент был. Вот. Люди, которые абсолютно лояльны российским властям. Люди, которые без указки российских властей практически ничего не могут делать, не имеют своего мнения, не умеют сами выстраивать отношения с населением, не умеют постоять за республику, не хотят стоять за свой народ перед федеральным центром. То ли от страха, от того, что они боятся, потому что на них есть какой-то компромат, но, скорее всего, компромат есть, мы узнаем об этом потом когда-нибудь, то ли от страха потерять очень теплое и очень прибыльное место. То место, которое их обогащает. Ну, а может быть и то, и другое вместе. В принципе, на этом все. Будем следить за развитием событий. Очень интересные события происходят в Республике Саха. Мы всегда в курсе. Рассказываем только интересное, делаем выжимку. Все новости подряд, значит, не публикуем и не анализируем. Вот. Всем спасибо. На этом все. Еще раз призываю вас подписаться на канал, поставить лайк и этому, и всем остальным видео, которые вы посмотрите на этом канале, прокомментировать, да, видео. И, конечно же, мы приветствуем любую спонсорскую помощь. Все реквизиты указаны в описании к этому видео. Это поможет работе нашего движения и работе нашего канала. Всем спасибо. Увидимся на следующей неделе.